В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. День оленевода празднуют сегодня в Якутии. 1 век из жизни Витима. В столице республики проходит фотовыставка. Водитель такси со стажем, жительница Алдана Татьяна Каретникова рассказала нашим коллегам о рабочих буднях. Роскомнадзор обяжет социальные сети установить счетчики посещаемости. Новая мера необходима, чтобы знать, какие соцсети попадают под требования закона о самостоятельном удалении запрещенного контента, который вступил в силу 1 февраля этого года. Согласно нему, владельцы платформ, которые в сутки посещают более 500 тысяч пользователей, должны самостоятельно находить и блокировать запрещенный в России контент. К нему, в частности, относятся детская порнография, пропаганда суицида и наркотиков, экстремизма и терроризма, призывы к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, а также оскорбительные материалы с нецензурной лексикой. Обманутые дольщики в Якутске получают компенсации. 47 граждан, которые в 2014 году вложили свои средства в строительство многоквартирных домов в микрорайоне Ильинка и не дождались своих квартир, в ближайшее время получат выплаты. На эти цели в Фонде защиты прав дольщиков предусмотрено 88 миллионов рублей. Напомним, что между правительством Якутии и фондом подписаны соглашения о софинансировании мероприятий, направленных на восстановление прав дольщиков. Речь идет о более чем 570 пострадавших участников долевого строительства, которые вложили деньги в покупку жилья в 9 домах у 5 застройщиков. Сегодня в Якутии отмечают День оленевода. Приказ об его учреждении глава республики Айсен Николаев подписал 9 августа в минувшем году. Так он отметил роль оленевода как хранителя и проводника национальных традиций коренных малочисленных народов Севера, подчеркнув этим значение оленеводства в развитии экономики региона. Дорогие оленеводы республики, примите искренние поздравления с новым национальным праздником Днем оленевода. Этот праздник утвержден указом главы Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым в 2020 году и будет отныне отмечаться ежегодно в первую субботу марта. В жизни коренных малочисленных народов Крайнего Севера это одно из самых значимых и масштабных мероприятий, из поколения в поколение передающих древние традиции и самобытную культуру. Оленеводство для многих коренных народов не только способ хозяйствования, но и смысл жизни. Хочу поблагодарить всех оленеводов, особенно ветеранов отрасли, за ваш труд. Благодаря вам сохраняется вековой уклад жизни коренных северян, культура и быт, традиционные виды деятельности. Снабжают фуражным зерном и курами-несушками жителей Хангаласского района. Делается это в рамках объявленного там года развития семейной экономики. Всего на мероприятие по развитию семейной экономики в бюджете района заложена сумма в 4 миллиона рублей. Помимо зернофуража и кур-несушек, в скором времени начнется снабжение населения рассадой огурцов и помидоров многолетними кустарниками, такими как черная смородина и малина. Мы подали заявку сразу. И где-то около 20 мешков нам доставили. Это где-то получается 50 на 50. Один мешок стоит 450 рублей. До лета спокойно хватит. Очень. Сперва я подумала, что они старые, но со временем, через неделю, они начали выносить яйца. Я брала 10 кур, и постепенно я по 9 яиц брала каждый день. Алданскую библиотеку закрыли на ремонт. Ранее мы сообщали, что учреждение станет отвечать современным требованиям и запросам пользователей, так как там произведут модернизацию. Сотрудникам библиотеки помогают студенты Алданского политехникума. На время работ все информационно-библиографические услуги предоставляются в удаленном режиме. Желающим читать электронные книги или слушать их аудиоварианты предоставлен бесплатный доступ к электронной библиотеке Литрес. Для регистрации необходимо иметь прописку в Алданском районе. Кроме этого, в райцентре будут организованы точки чтения и пункты буккроссинга, где также можно выбрать интересную литературу.
Один век из жизни Витима. Накануне в музейном комплексе «Россия. Моя история» открылась фотовыставка ко дню основания поселка в Ленском районе. Она перенесет посетителей на 400 лет назад. С 1922 года населенный пункт входит в состав Якутии, и таким образом его можно назвать старейшим поселком региона. Подробнее в сюжете Алексея Лукьяненко. Витим упоминается во многих трудах ученых, исследователей и путешественников прошлых столетий. На выставке представлена вся история поселка. Это порядка 40 фотографий. Первые, самые редкие, были сделаны еще в 19 веке. Эти снимки нам пришли из второй половины 19 века. Тут большие слова благодарности нужно академику Обручеву сказать, Злыгостеву, который снимки начала 20 века, и 50-е годы Файко. Сделал несколько снимков очень характерных мест Витима. На сегодняшний день Витим – один из немногих поселков Якутии, который сохранил исторические памятники архитектуры. Выезжая в поселок Витим, именно с целью изучения архитектурного наследия поселка, мы были очарованы красотой тогдашней архитектуры, богатством истории и, конечно же, красотой людей, там живущих. Там в настоящее время одна из самых больших скоплений сохранившихся памятников архитектуры по республике. Мы даже рассматриваем, что поселок Витим, возможно, когда-нибудь станет историческим поселением Российской Федерации. Помимо фотографий, которые представлены на экспозиции, есть еще более 300 снимков, и, возможно, их покажут за пределами республики. Витим, да, вот даже многие якутяне не знают об этом, о Витиме, да, об его истории. А вот сегодня мы видим, значит, мы уже немножко просвещаемся в этом направлении. А ведь эта выставка, дальше ее следующий этап, это в Москве будет представлена эта выставка, а летом как раз будет проходить съезд в АйПик. Да, съезд – это 55 лет образования нашей организации. Ну и вот такая выставка, конечно же, будет, если представлена там, это просто будет замечательно. Посетить выставку «Один век из жизни Витима» можно абсолютно бесплатно, и уже сейчас горожане могут прийти и окунуться в прошлое аж на 4 столетия назад. Алексей Лукьяненко, Джулус Иннокентьев, Якутск. Известная блогер и путешественница Марина Галкина отправилась в очередное приключение. С 2008 года она частый гость в Якутии. Ей уже покорились вершина Мусхая, хребет Сунтар-Хаята и сплав до Охотского моря. На этот раз ей предстоит преодолеть 200 километров на лыжах по тайге и горной тундре. Путешественница намерена посетить семью, которая живет на озере Лыбалах, после чего вместе с ними отправиться на праздник оленеводов. Все свои путешествия Марина снимает на видео, ее отчеты на Ютубе набирают сотни тысяч просмотров. Я планирую проходить, буду стараться проходить в среднем 25 километров в день. То есть я планирую за 8 дней дойти до Ираиды с Василием на озеро Дибалах. По буранному следу буду идти. Там я знаю, что несколько дней назад проехали бураны. Мне сказали, что нормально, сейчас будет мало снегопадов. Мне даже сейчас больше, мороз, конечно, тоже, но мне главное, чтобы след не засыпало сильно. То есть снегопадов будет мало по прогнозу. Морозы сейчас будут уже опускаться, сейчас где-то 35, еще 37 будет ночью, я к этому готова. Женщины прекрасные, но отнюдь не слабый пол. Они давно освоили все профессии, в том числе требующие силы, выносливости и выдержки. Жительница Алдана Татьяна Каретникова – водитель такси. Пассажиров возит 12 лет. С наступающим женским днем королеву дорог поздравили наши коллеги. Из отдаленного микрорайона на противоположный край города к поликлинике для таксистки Татьяны Каретниковой не длинный путь, а просто очередная поездка с пассажиром. Алексей водительнице знаком. Она подвозила его не раз. Класс. Профессиональный водитель, знает, выступает, соблюдает правила движения. Все четко, все хорошо, доволен. Очень ей. Впервые за руль Татьяна села в 7 классе. У подружки папа был инструктором по вождению, а зам водительского дела он обучал девчонок на «Жигулях». В 1995 году Татьяна получила права и приобрела свою первую машину. Для семьи автомобиль всегда был незаменимым помощником, а позднее стал еще и кормильцем. 12 лет назад, когда сынишка только собирался в 1 класс, Татьяна сменила сферу деятельности и стала таксисткой. Куда кардинально с бухгалтерии уйти в такси? Просто передислокация предприятия. Подумала, смотрела. Думаю, да попробую.
250 километров в день. Такова рабочая норма Татьяны. На линию она выходит в 6 утра. На улицах еще спокойно, а через час будет много и заказов, и машин. Днем, когда люди добрались на работу, в школы и в детские сады, Татьяна заедет на заправку. Бак должен быть полным. Работу таксистка заканчивает после вечернего часа пик, когда большинство жителей уже вернулись домой. С Татьяной мы ездили часто. Она всегда как добрая знакомая, с чувством юмора. Знаю, что ездит очень хорошо. Большая часть спешащих по делам жителей Татьяне хорошо знакома, а вот плохие пассажиры не попадались. Земляки охотно рассказывают водительнице новости. Татьяна делится своим жизненным опытом. Обмен кулинарными рецептами, обсуждение достоинств и недостатков автомобильных марок, оживленная беседа на самые разные темы завязывается практически с каждым пассажиром. При нас рождаются, при нас в садик идут в школу, женятся, при нас уходят из жизни. И, конечно, когда смотришь, нету того или другого пассажира, и вот прям вот переживаешь. В городе таксистке знакомы все проулки, короткие пути и парковочные места. В основном Татьяна возит пассажиров по Алдану. Междугородние заказы сейчас редки. В близлежащие поселки, на участке старательских артелей и в Томот люди начнут ездить с наступлением тепла. Трасса не менее любима Татьяной, чем город. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Якутяне стали больше времени проводить на открытом воздухе. Связано это не только с приходом весны, но и с открытием новых мест отдыха. На одном из них побывал Петр Васильев. В столичном парке культуры и отдыха в тестовом режиме начал работу каток под открытым небом. Спортивный объект создали в рамках Года здоровья, объявленного главой республики Айсеном Николаевым. Как отмечают создатели, вдохновением послужили открытые катки в крупных городах страны. Я вдохновился тем, что в больших городах, например, в Москве, в парке Горького, есть похожие катки. В парках с деревянными заборами и протяженные, длинные и узкие. И хочу, чтобы Якутск тоже развивался и был похож на большие города. Каток будет работать с 10 утра и до 10 вечера. Для посетителей здесь также откроют прокат. Для взрослых тариф составит 150 рублей. Для детей 100 рублей. Вход со своими коньками также будет платным и обойдется вам в 100 рублей. Каток расположили на центральной аллее. От главного входа и до фонтана. Целых 126 метров ледового покрытия. Помимо этого, как обещают организаторы, в ближайшее время здесь появятся лавочки для того, чтобы перевести дух, а также оборудуют точку продажи горячих напитков. Не забыты и санитарные меры. Сотрудники работают в масках и перчатках. Помимо этого, обязательно используют антисептики. Ну а главной особенностью объекта станет вечерняя иллюминация. Создатели проекта уверены, новый каток позволит большему числу якутян с пользой провести эти праздничные весенние дни. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале. Берегите себя и своих близких.